Почти у каждой есть вещи, которые не хочется носить, а выкинуть жалко. Но не каждая знает, что с ними делать. У нас в мастерской «Зеркальце» мы знаем, что с ними делать. Они нужны, чтобы тренировать свою изобретательность. Здравствуйте, девочки! С вами ведущая Юля и моя помощница Аделя. Привет, а я сегодня не одна. Совсем забыла представить вам нашего главного помощника Джеки. Привет, привет. Такой маленький. Он больше не вырастет. Это американский той-терьер. У этой породы очень короткая шерсть, и мерзнуть таким собачкам нельзя. Сделаем для Джеки одежку из старого свитера. Для нашего Джеки я принесла старые свитеры. Какой тебе нравится, Адель? Давай лучше красный. Приложим. Джеки, тебе нравится? Отлично. Отрезаем наш свитер вот так по периметру. Я готова. Начнем. Давай помогу. Все. Горлышко мы оставим. Отрезаем его с этой стороны. Ну, теперь Джеки нам должен помочь. Джеки, пришло время примерки. Адель, заднюю лишнюю часть мы вот так отрежем. Так, Джеки мы примерили. Так, вот столько нам нужно отрезать. Режь. Смело режем. Джеки, ты пока отдыхай. Вот так? Правильно, не бойся, режь. Ну, Джеки, теперь еще раз нужно примерить. Джеки, стоять. Вот здесь мы поставим пуговичку, а заднюю часть мы закруглим. Джеки, ты можешь сейчас отдохнуть. Туманы дождливой Англии конца 18 века впервые стали облачать любимых четвероногих в плащи от дождя и сырости. Но в модных делах, как всегда, всех опередила Франция. Если английскую собачью одежду издали можно было принять за мешок, то в Париже в ход шли деликатные ткани, благородные металлы и драгоценные камни. Кстати, о металле. Есть мнение, что прародителями собачьей моды стали кольчуги, которые носили ратные псы во время войн и сражений еще 500 лет до нашей эры. Военная одежда для собак существует и сейчас. Это бронежилеты и одежки с карманами для собак-спасателей. Может и не так красиво, но очень долговечно. Концы обработаем клеем, чтобы они у нас не разошлись. Так, Адель, помогай. Вот сюда вот так. Подальше от края. Давай вот сюда.
у вас нет термоклея, то можете воспользоваться просто иголкой и ниткой. Давай, 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 давай. Стоп. Не думайте, что одежда собаки – это баловство ее хозяев. Некоторые породы выведены специально для теплого дома, и их нельзя выгуливать без плаща или комбинезона. У кого-то питомцы с очень короткой шерсткой, а у кого-то с длинной, которая легко может промокнуть или испачкаться без необходимой экипировки. Спасибо. Устал. Наш Джеки ждет не дождется, когда же будет готов его наряд. А у нас все готово. Джеки, последняя примерка. Круто. Теперь ему будет тепло. Наш Джеки не замерзнет. Вот видите, самые ненужные вещи могут превратиться в полезные и необходимые. Главное рассмотреть их со всех сторон. Пока-пока. Увидимся в следующем зеркальце.